В эфире «Актуальное интервью». Здравствуйте. Сегодня гость программы Юрий Николаев, председатель Постоянного комитета Госсобрания Илтумен по бюджету, финансам, налоговой политике и ценовой политике. С ним мы обсудим бюджет Якутии на 2021 год. Юрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Несмотря на кризис, связанный с пандемией, бюджет на 2020 год и 2021 получился сбалансированным. В своем послании А.С. Николаев отметил, что правительство и депутаты сделали огромную работу по принятию бюджета на 2021 год. В чем заключается эта работа? Во-первых, сама пандемия для нас это большой удар, поэтому провести даже заседание комитета, тем более пленарное заседание, намного сложнее. Тем не менее, это все было преодолено. Мы, как обычно, сделали публичные слушания, то есть с участием общественности, средств массовой информации, улусных представителей законодательных органов районов. В общем-то, это было у нас в формате открытый парламент, тоже в удаленной схеме. Также у нас была усложнена тем, что у нас в этом году принятие бюджета было сокращено, сроки принятия бюджета в связи с тем, что федеральная программа сегодня предполагает распределение субсидий для регионов в первом квартале. Поэтому мы бюджет должны были принять уже 1 декабря, если раньше мы принимали до 20 декабря, на 20 дней сокращено. Плюс ко всему мы одновременно рассматривали и корректировку бюджета 2020 года, и принятие нового бюджета 2021, плановых 2022-2023 годов. И еще одна сложность есть. У нас есть нераспределенные дотации на выравнивание бюджетного обеспечения Российской Федерации. Оно приходит нам в декабре. То есть в первом чтении без них рассматриваем, потом во втором чтении большая сумма приходит. Да? И это примерно около 25 миллиардов мы получили с федералом буквально в последний момент принятия бюджета. Тем не менее, у нас поправки были обсуждены очень конструктивно, я бы сказал. Да? 640 поправок мы обсудили в дистанционном порядке, да, это очень довольно-таки сложно, тем не менее. Это, по-моему, беспрецедентный случай. Да, беспрецедентный. Но самое удивительное, что у нас направление приоритетов как для законодательного органа, так и исполнительной власти оказался одинаковым. То есть поправки были друг друга буквально различались на несколько тысяч, скажем так, рублей. В основном прикрыли практически все серьезные направления, было перекрыто. И в связи с этим у нас получился бюджет в размере 2021 год в доходной части 220 миллиардов 60. Следующий год у нас 228 миллиардов с половиной, да, и 2023 год 241 миллиард. Суммы очень большие. Мы считаем бюджет абсолютно сбалансированным. Конечно же, у нас остались определенные проблемы, которые мы будем рассматривать в течение 2021 года при корректировке бюджета, при поступлении новых доходов. Вы вначале отметили, что в том числе учитывалось мнение общественности, мнение людей. А каким образом учитывалось мнение? Это проводился какой-то соцопрос или люди выражали мнение через своих народных избранников? Для участия, у нас для этого и законом предусмотрено, и регламентом предусмотрено, у нас проводят так называемые публичные слушания, в котором участвуют, как раз мы приглашаем всех желающих практически. Насколько сегодня позволяет аппаратура, Zoom ограничивает 100 человек. Да? Практически у нас каждое заседание, и в том числе публичное слушание, не меньше 100 человек. Всегда было желающих очень много. И насколько мы и письменно получаем предложения, и народные депутаты уже предлагают то, что говорят свои избиратели. Они в поправками выявляют свои предложения, учитывает мнение народа. Поэтому обсуждение было, как всегда, очень такое широкое по всей республике. Илтумен внес поправки и в части налоговой политики нашего региона, в частности, обнулены налоги на транспорт для многодетных, но при этом повышены ставки для участников региональных инвестпроектов. Расскажите, как это повлияет на пополняемость бюджета региона? В связи с тем, что у нас были в свое время ставки для участников региональных инвестиционных проектов были снижены, чтобы поддержать их, да, стимулировать их инвестиционных внесений инвестиций, но, к сожалению, это не подтвердилось по многим инвестиционным проектам, да, оно не согласовывалось никак объемами льгот, они вносили практически намного меньше инвестиций. В связи с этим было принято решение совместно, естественно, правительство предложило увеличить ставки. Да, если у нас первый год ставка налога на прибыль у нас была на 5 лет обнулено,
вот в том ранешнем варианте. Сегодня мы предложили 5%. Там, да? И после 10 лет, после получения первой прибыли, увеличить до 13,5%. Итого у нас на 3 года оно дает, ну, расчетно, естественно, порядка 6 миллиардов рублей. Это очень большая сумма. 2021 год 2,3 миллиарда рублей. Представляете, 2,3 миллиарда рублей оно ушло на закрытие наших социальных расходов в том числе. Поэтому это абсолютно правильное решение было. Единственное, вот по этому закону мы еще принимали увеличение ставок для автотранспорта. Но мы считаем, что и народные депутаты высказали, и правительство в принципе согласились. В этом году мы будем рассматривать, возвращаться к этому вопросу и дифференцировать автомобили по году выпуску. Эту работу мы будем дальше работать. Вот, кстати говоря, об автомобилях. В последнее время, не побоюсь этого слова, модно переводить машины на газ. И российское правительство активно поддерживает такую политику. И в законе также закреплены льготы для автотранспорта с газовым топливом у нас в Якутии. Почему такое решение было принято? Это федеральная программа, государственная программа «Федеральное развитие энергетики», в котором до 2025 года в разы надо увеличить использование газомоторного топлива. Мы понимаем, сегодня с нефтью есть определенные проблемы, и в целом мир уходит от нефти, да, поэтому перевод уже это очень актуальный вопрос на газомоторное топливо. А чтобы стимулировать перевод, в том числе вот мы должны принимать решение у себя в регионе, и то, что мы и приняли, да, на 50% транспортный налог будет снизен те, которые перейдут на газ. И при выполнении вот этого условия мы, скорее всего, сможем получить довольно-таки солидные субсидии из федерального бюджета при заключении соглашений. Это одно из условий заключения таких соглашений. Поэтому с этой точки зрения мы стимулируем тех людей, которые переводят свой автотранспорт на газомоторное топливо. Тоже интересно, при обсуждении этого момента обсуждался ли вопрос инфраструктуры, в частности газовых заправочных станций, потому что критики этого предложения как раз-таки делают упор именно на том, что у нас АЗС не так много. Ну вот как раз я говорил, одно из условий вот получения федеральной субсидии, в том числе для развития инфраструктуры, для строительства новых АЗС, вот нужна из нашей стороны движения. Мы это движение сделали, мы сейчас должны получить субсидии из федерального бюджета, в том числе на развитие инфраструктуры. То есть у нас в республике увеличится и количество газозаправочных станций. То есть возможности будут намного больше. 28 января состоялся круглый стол с главами муниципалитетов по вопросу, в частности, сбалансированности местных бюджетов. Некоторые главы поселений критикуют новую методику. Расскажите, пожалуйста, что это за новая методика и почему она вызвала такой ажиотаж среди глав муниципальных образований? Ну, критикуют слово не очень хорошее там, да. Сегодня главы пока, к сожалению, не предлагают, пока на самом деле только критикуют. Там, да, вот, нам снизили. Вот самое главное, мы должны научиться говорить о том, что почему снизили. У нас есть полномочия, которые не закрыты. У нас вот еще направление, в котором нам нужно. И эти предложения надо вносить. Сегодня такая возможность уже существует давно, притом, там, да, при принятии вот, закона о выравнивании бюджетной обеспеченности, методики, самого, которая вот, законом принимается, у нас всегда работает в республике межведомственная комиссия, которая состоит, ну, скажем так, примерно 10 работников исполнительной власти, в основном это Министерство финансов, Министерство экономики, и 55, вот на 2020 год такая была раскладка, 55 это участники, представители муниципалитетов и поселений, и районов. И те поступающие предложения, к сожалению, в 2020 году поступило всего 10 предложений. Вот я вот сам начинал. От всех муниципалитетов. Надо говорить, надо предлагать, а не осуждать и критиковать. Да? Надо предлагать. Если вы ну, как что-то имеете возражение, что-то не учитывается, конечно, надо предлагать и обсуждать его. И вот это обсуждение, в принципе, абсолютно возможно. Вот 10 из 10 предложений, которые поступило от муниципалитетов, принято было этой межведомственной комиссией порядка 6. Оно было одобрено, и оно вошло как раз в ту методику, которая сегодня есть. Эта методика, на самом деле, новая методика. Все-таки и народные депутаты, вот, и в 2019 году мы этот вопрос обсуждали, все-таки посчитали, та методика уже устарела.
И предложение от муниципалитетов тоже говорило о том, что это все-таки не все учитывает, все особенности тех наших районов, 35 районов, и в том числе еще поселений внутри этих районов. Было предложено вот как раз на основе модельного бюджета. Мы считаем, что эта методика охватывает практически все полномочия, не практически, а все полномочия, которые сегодня есть. Была проведена серьезная инвентаризация полномочий и как поселений, так и районов. И на сегодня мы считаем это приближенное к идеалу. Идеальных методик по крайней мере, не бывает. сегодняшним реалиям. И мы как раз ждали по итогам анализа первого квартала этого года предложение от муниципалитетов, чтобы немножко скорректировать эту методику. К сожалению, предложения поступили немножко не такие, да, и формат обсуждения абсолютно то, что мы не ожидали. А все-таки мы ждем, в первую очередь, предложений. Мы надеемся, что и вот по итогам круглого стола было определено до 20 марта внести предложения. Мы эти предложения ждем. За лето мы их обсудим все совместно, да, и, естественно, корректировка методики будет. Вот единственное, то, о чем они говорят, вот я воспринимаю на 100%, это должен быть источник для развития. То есть для участия, софинансирования различных программ, которых у нас довольно-таки много. Да? Вот тот же ППМИ, да? Те же добрые дела, которые идут в основном по поселениям. К сожалению, четкого источника нет. Они экономят, вот эта экономия сегодня является источником. Мы все-таки считаем, мы его обсуждали, пока не пришли к общему мнению, но мы думаем уже в этом году вот такое направление, определение источника для участия поселений в различных программах не только республиканского направления, и федерального мы определим. Тогда вот как раз это будет одно из изменений в ту методику, которая сегодня вот так обсуждается, скажем так. Тогда еще расскажите, какой все же прогнозируется экономика страны и Якутии, и какие прогнозные показатели сегодня у ведущих флагманов экономики? Сегодня уже статистика говорит о том, что экономика Якутии пережила вот тот кризис и постепенно выходит на уровень до пандемии. Да? Во-первых, компания «Алроса» сегодня, вот помните, да, в 2020 году была возможность им воспользоваться продажей сырья правительству Российской Федерации. Да? Но оно не воспользовалось, потому что есть определенные тенденции увеличения рынка приобретения сырья. И на сегодня четвертый квартал подтвердил, практически они в 3 раза увеличили продажи по алмазам по сравнению с прошлыми месяцами. Поэтому мы очень надеемся, что мы уже и дивиденды получим в 2021 году в увеличенном варианте. У нас по нефти тоже довольно-таки хорошее развитие в 4-го квартала по итогам 9 месяцев. У нас золото, в 2020 году мы добыли 39 тонн, это почти просоветский уровень, очень хорошо. По газу в связи с тем, что у нас начали осваиваться чайнинское месторождение, газ пошел, у нас тоже там довольно-таки сильно. Поэтому мы, все тенденции к тому, что в 2021 году все-таки экономика восстановится, и бюджет в том числе будет пополняться дополнительными доходами, которые будут закрывать, в том числе у нас по сельскому хозяйству, мы постановление тоже вписали, нам нужен 1 миллиард рублей, чтобы закрыть многие вопросы, да, в том числе по оленеводству, о котором многие говорят, и например, по овощеводству. В связи с этим мы ждем эти доходы, чтобы закрыть те еще не закрытые, скажем так, инфраструктура для многодетных семей, да, тоже очень обсуждаемый вопрос. И мы как раз ждем в 2021 году восстановления экономики и увеличения доходов. Оптимистично мы смотрим 2021 год. Юрий Михайлович, спасибо за беседу. Будем надеяться, что действительно в 2021 году все финансовые планы у нас исполнятся. Спасибо. О бюджете Якутии на этот год мы говорили с председателем постоянного комитета Госсобрания Илтумен по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике Юрием Николаевым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.